Альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Хочу напомнить себе и всем вам прекрасный хадис, изречение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где говорится о ценностях отношений среди мусульман и о запретности чести, достоинства одного мусульманина перед другими. Этот хадис передал Абу Барза аль-Аслами, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я ма'ашара ман амана билисанихи валям ядхулил имана кальба». О те, которые уверовали, стали верующими мусульманами только своими языками. Уже в обращении пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы видим упрек. Несмотря на то, что он был очень милосердным, очень чутким, уважительным ко всем людям, здесь он уже в своем обращении подчеркивает упрек. И он сказал: о те, которые уверовали своими языками, на языке они все мусульмане, «Валям ядхулил имана кальба», но иман еще не зашел в его сердце. Его иман только на языке. И мы знаем категорию самых худших людей, которые окажутся на самом низайшем уровне ада. Это кто? Это лицемеры, это мунафики, которые говорят, что они с мусульманами, но на самом деле они с кафирами, они против мусульман. И Всевышний Аллах сказал: «Инналь мунафикина фид даркиль асфали минан нар». Воистину, лицемеры окажутся на самом низком уровне в аду. То есть самый жаркий огонь ждет кого? Даже не очевидных кафиров, они еще чуть выше будут, а лицемеров, которые показывают всем, что они мусульмане, якобы, но на самом деле у себя в сердцах они скрывают куфр. И вот пророк, алейхиссаляту вассалям, обращается и говорит: о те, которые уверовали своими языками, на языке вы хорошие, говорит, но в сердцах еще пока нет у вас имана. «Валям ядхулил имана кальба». Еще иман не зашел в их сердца, в его сердце. И пророк далее говорит: «Ля тагтабуль муслимин». Не говорите за спинами мусульман. Не злословьте за спинами мусульман. «Валя таттаби'у ауратихим». И не выслеживайте их недостатки. Всевышний Аллах через своего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, предупреждает людей. И сразу же подчеркивает, что эти люди, которые злословят за спинами верующих, гайбат силиля, и выслеживают их недостатки. Что у этого брата, какие там недостатки? Что у этой сестры? Вот она, вот он недостаток. То есть они прямо ходят, живут и выслеживают, они следят за мусульманами, чтобы найти их недостатки. И вот Аллах, даже пророк, когда обращается к этим людям, кто выслеживает, он уже сразу говорит: у вас иман на языке, а в сердцах пока у вас нет имана. Потому что если бы у вас была искренность в сердцах, иман, вы бы не выслеживали недостатки своих братьев. Вы бы любили своих братьев. Вы бы радовались их достоинствами, что этот твой брат вместе с тобой намаз совершает.
изо всех сил старается быть покорным Аллаху в поклонении, в нраве, в отношениях к людям. Он должен радоваться, но нет. Пророк говорит, те, которые на устах мусульмане, языком, а в сердцах пока еще у них нет имана. И вот он говорит, не говорите за спинами мусульман и не выслеживайте их недостатки, ибо فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ, ибо тот, кто будет искать недостатки верующих, недостатки мусульман, Аллах начнет искать его недостатки. То есть, каждый раз, когда наш нафс, шайтан, наущает нас, ну-ка давай, поищем, какие у этого брата, у той сестры недостатки, чтобы выявить их, чтобы написать об этом, чтобы всем рассказать об этом, чтобы унизить его, чтобы опозорить его. Мы должны понимать, мы делаем вызов. Это вызов, это прямой вызов. Кому? Аллаху. Это прямой вызов Господу этого мусульманина или мусульманки. И Аллах предупреждает, если вы начнете проверять, искать, следить, чтобы найти недостатки и унизить моего раба, я сам начну искать ваши недостатки. Я займусь вами. Вы понимаете, о чем говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Какую угрозу мы привлекаем на себя? Получается, мы занялись поиском недостатков верующих, Аллах начал заниматься нами. Но кто победит в этой дуэли? Конечно, Господь миров. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Кто будет искать, следить недостатки верующего, чтобы унизить его, Аллах начнет искать и следить за ним. И وَمَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَوْرَتَهُ, и тот, за кем начнет следить Аллах, за его недостатками, يَفْدَحُ фи бейтихи. Аллах опозорит его, даже если он никуда не будет выходить и просто сидеть дома. Вот он просто сидит дома, никуда не выходит. Аллах найдет его недостатки, выявит эти недостатки и опозорит его. Опозорит его, унизит его за то, что он занимался выявлением недостатков его рабов. На самом деле, этот хадис передал имам Ахмад, Абу Дауд, пусть Аллах будет ими доволен. На самом деле, дорогие братья, этот хадис указывает на ценность чести и достоинства мусульманина. Каждый из нас знает, у каждого из нас есть недостатки. Каждого. У великих ученых были недостатки. Мы на одной из хутб рассказывали, как ошибались подвижники, как они ошибались, и как другие сподвижники спешили к ним на помощь. То есть они не видели, что вот падает один мусульманин и толкают его быстрее, чтобы он упал, разбился, да, погрузился в грехи, заблудился. Нет. Мы говорили о том, как Умар ибн Хаттаб писал письма тем своим братьям, которые отступились от ислама даже, под жесткими пытками арабов. Но они же не бросили их. Они же не сказали: да ладно, он кафир уж, гореть ему в аду. Нет. Они сделали все, чтобы они вернулись. Поэтому в наших отношениях, дорогие братья, мы не должны следить за недостатками друг друга. И особенно, когда мы их знаем, когда мы их видим, выявлять это. Не обязательно это рассказывать всем. Где-то ты увидел брата в каком-то недостойном деле. Можешь сделать ему увещевание? Сделай. Скажи: дорогой брат, я тебя люблю ради Аллаха, но это нельзя делать. Нет в этом довольства Аллаха. Покайся, вернись к Аллаху. Давай, чем я могу помочь тебе, чтобы ты вернулся к Аллаху? Но это не значит, что ты должен позвонить этому брату, тому брату, рассказывать: а брат, ты знаешь, я вчера видел,
В магазине одного брата, он там баллон с пивом покупал. У меня в жизни такой случай был. Прошло лет 10, я до сих пор себя виню за это. Потому что я увидел его далеко, 2-литровый или там 1,5-литровый с баллоном выходил. Прихожанин мечети, который на джумга приходил. Ну, я не знаю, нулевки, по-моему, не продают в 2-литровых баллонах. Я до сих пор себя виню за то, что я не пошел к нему. Конечно, об этом я никому не рассказывал. Ну, и ни разу я его не видел после этого. Поэтому мы должны исправлять друг друга. И вот буквально 2 минуты. Недавно вот во многих каналах пытались унизить нашего хазрата одного, когда вырвали с контекста нужное им предложение, вот фрагмент с ролика, да, когда хазрат рассказывал, объяснял аяты, как нужно решать мусульманину проблемы со своей женой, что в первую очередь надо увещевать ее, потом нужно оставлять ее, а потом только объяснял, как мисваком можно немножко так наказать ее. Да? Это вот в российских каналах люди там ликовали, вот там татарстанский имам учит мужиков российских, как бить жен. Дорогие братья, это тоже, с этого тоже могут, мы в YouTube это выкладываем, могут тоже вырвать и меня тоже поставить в очередь. Но вот вы подумайте, если бы в России российские наши мужики прислушались бы к словам этого имама, и каждый бы купил мисвак перед тем, как забивать свою жену кулаком. Никто не увещевает свою жену из российских мужчин. Никто не оставляет ее на ложе. Сразу в кулаках вот этот пьяный с бадуна приходит и бьет свою жену, ломает ее. Вот всем бы раздать эти мисваки. Да, и вот все бы вот так с мисваками. Так это же не физический удар жены. Это вот, помните, в фильмах перчатку берут так и: сэр, вы меня оскорбили перчатками. Это моральный удар, а не физический потом, чтобы в реанимации жену, с реанимации врачи откачивали. Поэтому российским мужикам эту вагаз всем надо послушать. Вот это не повод для того, чтобы вот сегодня, к сожалению, я тоже когда-то в журналистике учился. Там нам с первого урока говорили, что основной принцип журналистики — это гуманизм, это человечность. А сегодня журналисты многие, они просто сидят и ждут, где клюнет, где можно что-то вытащить, унизить человека, придумать какой-то, как называется там, хайп, да, как побольше лайков собрать. И вот этим занимаются многие люди. И я боюсь, многие журналисты, Аллах унизит их. Аллах унизит их. И многие даже имамы, которые вот радуются вот этому, да, Аллах унизит их. Потому что тот, кто следит, радуется недостаткам мусульман, Аллах возьмется за них. И Он унизит их, даже если они просто будут сидеть дома. Аллах согласен. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.